Aymedova, renowned Turkmen film and theater actress, People's Artist of USSR. The role of a Gulkeik in film Daughter-in-Law in 1971 has earned her international and domestic fame. Throughout her career, she was awarded with the USSR State Prize, Prize of the Sorrento International Film Festival, Best Actress at the Moscow International Film Festival, Makhtum Kuli State Prize, and many others. She is an academician of the Russian Academy of Cinema Arts and Sciences. In 2005, she was presented with the Lifetime Achievement Award at the Eurasian International Film Festival in Almaty. Дурды Байрамов для меня не просто Дурды Байрамов. Это мой очень-очень ранний друг. Я только окончила школу, мне 17 лет. Я поступила в ГИТИС и приехала на Трифоновку в общежитие. Вот. Там как-то всех нас устроили, и я вышла и села на скамеечку. И вдруг ко мне подходит такой невысокий, очень симпатичный молодой человек и говорит: ты случайно не туркменка? Я говорю: туркменка. Вот. Ну надо же, как здорово! А ты кушала? Немножко кушала. Вы-то что спрашиваете, прокушала? Он говорит: ты знаешь, у меня есть кусок хорошего хлеба. И там что-то еще, килька какая-то, что ли. А у меня во рту аж слюни потекли. Я говорю: ну, в следующий раз. Он говорит: нет, сейчас. Побежал куда-то и принес тарелочку, и на тарелочке были несколько килек и черный хлеб. Вот первое мое знакомство с Дурды Байрамовым. И я помню, что я приезжала с института, он стоял на улице у нашего общежития и говорит: Май, ты что поздно приехала? Я говорю: сегодня были отрывки длинные, Ольга Ивановна Пежова и Борис Владимирович Бибиков с нас требуют до последнего пота. И поэтому вот так вот мы все поздно приехали. Он говорит: хлеб в столовой взял. Все. У меня жизнь прекрасна, значит, я голодать не буду. У нас такое время тогда было, что как будто бы трудное, но оно было прекрасное. Вот когда многие говорят, вот было в школе плохо, в советской, заставляли быть пионерами, заставляли быть комсомолом, а это было прекрасно, это было воспитание. Мы очень верили тому, что мы говорили, про пионеров, то, что мы говорили, что мы будем готовы всегда, про комсомол, когда мы старались самыми первыми лучшими быть. Также и Дурды с нами вместе так старался тоже быть на уровне, когда ему говорили, что-то вот надо сделать. Я знаю, что его первым учителем в Ашхабадском училище был Георгий Брусенцов, прекрасный художник. Он жил в Ашхабаде, семья его была здесь. И он всю жизнь, до конца своих дней, он боготворил его. Он говорил: это мой первый учитель. И он говорил: не старайся рисовать красиво, старайся рисовать правильно, правду. Красивую женщину или красивого мужчину сделать это не так трудно. А вот отдать в лице все то, что у него внутри, и это вытащить, чтобы это было видно в портрете, это самое главное. И самое большое счастье, когда он поступил в Суриковский институт, его учителем был академик
Дмитрий Спиридонович Бийский. Это известнейшее имя тогда было в Советском Союзе и сегодня тоже не забыто. И так получилось, что Брусенцов учил его, что надо делать реальные картины. И Бийский то же самое, как будто продолжил это обучение, ему то же самое говорил и то же самое требовал. Когда он делал какой-то портрет, он нам показывал, мы же все время ходили, смотрели у него. Он показывал, хочется красиво, девушка красивая, хочется покрасивее сделать. А на другой день приходил и говорил, мне сказали не красивее, а какая она изнутри. Добрая, умная, или глупая, дурочка, или что-то в ней есть необыкновенное. Вот что ты покажи. А он говорил, ну как же я этого не могу знать, какая она. А ты глядись в глаза, глядись в очертания губ, как она их поджимает, как она смотрит. Ты все узнаешь, ты все потихонечку, ты еще молод, дышишь, но ты все будешь знать и делать правильно. Потом он уехал, будучи уже художником, большим, уже сделал портреты, уже известным был уже в Москве, известным был в своем институте Суриковском. Вот это вот трудная жизнь, тяжелые, может быть, условия, особенно детства. Все это повлияло и на его человеческие качества. Часто бывает так, что человек, прошедший суровую школу жизни, становится жестоким, жестким. Здорово, слава Богу, этого не произошло. И вот это качество человека, живущего на этой земле, живущего ее нуждами, ее и трагическими какими-то ситуациями, и радостями. Вот мне вспоминает кажется, московский художник Дмитрий Спиридонович Бийский. Очень интересный художник, который действительно всецело отдан своей любимой родине, будем так говорить. И не надо бояться этого слова. А в Ашхабаде мы часто встречались. Он много раз просил меня попозировать. Я говорила, мне некогда. Ой, я приезжаю так на мало времени, ты у меня отнимаешь время, которое я должна, в общем, гулять, там, побыть с друзьями. Он говорит, Маечка, 5-7 дней, да? И вот на 3-й год он подошел ко мне и сказал, Майя, я привез из Дубаев удивительное королевское кресло. Оно удивительно красивое. Вот я тебя хочу нарисовать как королеву. Ты актриса, но ты королева. Я говорю, не знаю. Вот придешь, увидишь, сколько женщин просили на нем. Я их сажал на стулья, на другие кресла. Сколько людей просили. Я говорила, это для другого человека. Это было приготовлено для тебя, Майя. Я говорю, Дудушка, ты прям так говоришь, мне даже неудобно. Хорошо, давай так, договоримся с тобой, что 7 дней ровно я ухожу. Готова, не готова, ухожу. Он сказал, по рукам. Но будешь сидеть столько часов, сколько я скажу. Ну, это была такой спор и такое требование. Но я думаю, что это надо было, потому что, наверное, 7 дней все-таки коротко. На этом мы решили. И он стал рисовать. Потихонечку, потихонечку. Маечка, не двигайся. Майя, смотри в сторону окна. Хорошо, я смотрю в сторону окна. Дудышка, у тебя вот в этом журнале актрисы такие не особенно красивые, но сделай немножко покрасивее. Он улыбался, он сказал, сделаю красиво. Он говорил, ты только не проси перерыва, перерыв будет один, если я чай не попью, я тоже устаю через несколько часов, но не проси перерыва. Но получилось наоборот.
Он просил у меня перерыв, я говорила нет. Работай, потому что у нас мало времени, а ты должен хороший портрет сделать. Работай, работай, работай. Он говорит, Маечка, дай пить, чай выпить, стаканчик. Я говорю, нет. Ребята приходили, уходили, но они знали, что ему мешать нельзя. Они между собой поговорят, если надо, там чай у них все накрыто, выпьют чаю, уйдут, улыбаются мне, а я так и сижу. И однажды он взмолился, Маечка, мне просто надо уйти. Я говорю, куда? Ну на 5 минут, на 5 минут человек может уйти. Я говорю, ну иди тогда, 5 минут. Он говорит, хорошо. И потом он стал жаловаться Газель, его жене. Майя мне жить не дает, она мне перерыва не дает. Она мне просто даже перекусить ничего не дает. Она мне звонит и говорит, Маечка, ему надо обязательно перекусить, ему обязательно надо чая выпить. Что с тобой? Другие все время не могут сидеть, а ты как пригвожденная, он так и сказал. Сидишь и не встаешь, и не даешь еще ему отдохнуть. Я говорю, у нас мало времени. Маечка, я тебя прошу, забудь о времени. Я ей сказала, я уже давно забыла. Дурды так рисует Дурды, такая самоотдача, и такой добрый, и такой прекрасный взгляд у него, когда он смотрит на меня, я давно забыла, это я ему так говорю. Он меня спрашивает. Да, он меня спрашивает. Маечка, а сколько тебе лет? Я говорю, не скажу. Умру, но не скажу. Он говорит, ну хорошо. Проходит день. Я все об этой фразе помню. И через день, через два я спросила, я говорю, Дудыш, родной, скажи, сколько ты мне даешь лет? Он так долго смотрел, потом сказал, умру, не скажу. Я столько смеялась. Он говорит, вот портрет, вот и смотри. Я говорю, ну на портрете я такая мудрая, такая, зато ты настоящая, зато ты нелегкая, ты такая, какая ты есть. Поэтому смотри, это не старость, это и не возраст, это ты. Я сказала, ну ладно, уговорил. Хотя я думаю, что можно было бы покрасивее, помоложе сделать. Ну ладно, если ты так считаешь. Но можно было бы помоложе немножко сделать все-таки. Не так скупиться. Потом уже портрет готов. Теперь надо фон писать. Я говорю, Дудышка, кончил портрет? Он говорит, да. Ух, слава Богу, я сказала ему. Я теперь возьму, сяду и буду смотреть, как ты будешь рисовать фон. Он говорит, нет. Ты должна сидеть на месте, а фон я должен. Ну ты фон, ты если мазком размахиваешь, зачем я тебе нужна? Обязательно, Майя. От твоего лица, от твоих глаз получается фон. Я говорю, ну хватит, ну не надо. Он говорит, Маечка, сядь, пожалуйста, я тебя прошу. Фон без тебя не получится. Так он весь фон заставил меня посидеть. И я, веря, что без моих глаз, без моего лица не получится фона, я сидела. Я думаю, что это он сказал не зря. В этом есть какая-то суть художника. The portrait of Maya Aimedova was created in 2012. Today it is preserved at the Bayramov Museum in Toronto. За год до меня он рисовал режиссера, сценариста, известного всему миру,
Хаджикулина Орлиева. И Дурды, конечно, не хотел оставить, чтобы его не нарисовать. Эта личность ему была, во-первых, по душе. Он очень любил Хаджу. Он Хаджа очень быстро уговаривается, потому что он не боится терять времени. У него дома нет, ему пойти сесть, а придет, у него все дома готово. Поэтому он позировал довольно долго. Вот. Но картина получилась замечательная. Он нашел подход к этому фильму. Хаджа Нарлиевич сидит, смотря куда-то, о чем-то думая, а вокруг все его персонажи, и те, которые принесли ему славу мировую, и те, которые принесли славу туркменскую, и те, которые просто были сняты им. И это было здорово, вы знаете, он окружен этими людьми, которых он создал, этими персонажами, которых он создал. Это получилась великолепная картина. Много я видела примерных находок, но здесь получилось как-то особенно, потому что это сделал Дурды. У него свой взгляд, у него свое видение, у него свой класс работы. И поэтому мне очень нравится эта картина. Портрет Хаджикулина Орлиева. Вы знаете, он был необыкновенным человеком. Я считаю, что он, поймите меня правильно, что он герой нашего времени, потому что он рисовал всех людей, и великих людей, и знаковые личности, и известных людей, и никому неизвестных людей, стареньких каких-то колхозниц, колхозников или просто подметающий на улице человека. Он, если видел интересное лицо, он рисовал всех. И я считаю, почему он герой? Он герой, который оставляет своей родине людей того времени и той эпохи, когда он прожил. И через 100 лет, через 200 лет, через 300 лет люди будут смотреть на эти портреты и будут говорить: вот такие лица были интересные. Ой, а это ученый, мы же в книгах по нем читали. А это тот-то, это другой. А какая старушка удивительная, какие туркменские лица удивительные, будут говорить они. Я хочу плакать, потому что это он делал бесплатно. Ему никто не платил, ему никто не заказывал. Но вся галерея туркмен, достойных туркмен, нормальных туркмен, простых туркмен, совершенно простых, которые работают на земле, они останутся. Они останутся на многие века. Ведь недаром сказано, что человеческая жизнь кратка, а искусство вечно. И все его картины вечные. Теперь я хотела сказать несколько слов о его натюрмортах и цветах. У него такие необыкновенные цветочные картины. Я бы их всех, он мне обещал, но не успел. Я бы их всех забрала бы к себе домой и повесила просто вместо всего. Мебели не надо, ничего не надо. Надо повесить эти картины. У него есть прекрасные маки, огромная картина. У меня такое было желание, я смотрю на эту картину, думаю, зарыться в эту картину, лечь среди этих маков, дышать и смотреть на высокое небо Туркмении, моей родины,
моей необыкновенной родины, которую мне дарит и показывает Дурды Байрамов. Замечательный, необыкновенный, талантливейший художник. Мы уехали. Мы возвращаемся. Мы полгода там, полгода в Москве, полгода в Ашхабаде. Мы приехали снова. И он в этот вечер, когда мы прилетели, он говорит: пойдемте куда-нибудь поужинаем. Я говорю: Дудышка, мы так устали, потому что всю ночь ехали. Сейчас куда-то везти невозможно. И больше я его не видела. Я умоляла: пустите меня к нему, я его обниму, я ему скажу несколько слов. Но меня к нему не пустили. Они сказали: если вы будете приходить, Майя, ты придешь, он сразу поймет, что ты не так, потому что ты скрывать ничего не можешь. Я действительно скрывать ничего не могу. А когда касается Дурды, этого моего первого куска хлеба в общежитии забыть невозможно. Я поклоняюсь ему. Я рада, что у него столько картин. Я рада, что у него такие девочки, которые стоят многих-многих сыновей, которые держат его славу, делают выставки в Америке, в Канаде, где угодно. И люди валом валят, потому что это интересно, потому что это необыкновенно интересно. И они видят настоящего художника. Не просто кто-то там рисовал, а нарисовал художник.